Информацию о приеме заявок на получение стипендий главы Ингушетии региональный Минкульт разместил на своем сайте на прошлой неделе. Для ее получения претендентам необходимо предоставить в министерство заявление, копии паспорта, СНИЛСа, справку об академической успеваемости студента, копию зачетки, ну и, конечно, банковские реквизиты, куда будет направляться поощрение за отличную и хорошую учебу от главы региона. Можно, конечно, прислать все имеющиеся документы по почте, но лучше всего принести документы в офлайн режиме, то есть по адресу город Магаз, проспект Зязикова, 16А. Почему лучше? Лучше, потому что человек непосредственно сам устанавливает контакт, сам рассказывает о своей учебе, сам рассказывает о своих оценках и так далее. То есть он подкрепляет все свои документы, которые он принес, своим рассказом о своей учебе. Программа работает с 2014 года. Рассчитывать на стипендию главы могут неограниченное количество студентов. Только среди отметок не должно быть троек. И главное напоминание Минкульта – обучающиеся именно в организациях культуры и искусства страны. В прошлом году было так, что люди приносили документы, то есть студенты приносили, которые учатся на совсем других специальностях. Это были и экономические, и юридические и так далее. В этом году мы отдельно в заголовке учли этот момент и дали дополнение, что именно студенты, которые обучаются в вузах культурной сферы, только могут подавать эти документы. Это не обязательно студенты, которые учатся в Ингушетии. Студентов из нашего региона, обучающихся в вузах в сфере культуры, не так много, подчеркнули в министерстве. Каждый год они рассчитывают, что заявок будет больше, и в этом году надежды оправдались. Если в 2021 было подано всего 16 заявлений, то сейчас с начала объявления приема уже 25. И 95% из них – студенты образовательных заведений за пределами региона. Комиссия ведомства на основании поступивших документов проводит проверку обзванивания. Вузы, проверяет достоверность поданных сведений. Список получателей стипендий сформируют до конца июля. Когда студенты уже начислили стипендию, а в следующем семестре у него уже тройка одна, то стипендия автоматически у него аннулируется. А кто это контролирует? Это контролирует профильный отдел Министерства культуры, который запрашивает информацию о вузах, где обучается студент, а также правительство Республики Ингушетия. Прием заявок должен был завершиться уже 5 числа, однако многие еще не успели подать заявление. В связи с этим культурным ведомством принято решение продлить прием еще на 4 дня. За консультацией можно обратиться в отдел искусств и досуговой деятельности. Номер для связи 8 873 4 55 42 30. Диана Дударова, Рамзан Зурабов. Новости 24.